Сейчас у нас начинается фаза развития, технический блок, и мальчишки будут выполнять упражнения с мячом. Начинаем с ручек, мальчишки знают, стучим, потихонечку двигаясь, стучим правой рукой о пол. Дальше я буду вам подсказывать, показывать. Дарья, перемещаемся и правой рукой стучим о пол. Двигаемся, двигаемся. Только правой рукой? Да, только И все правой время рукой. ходить надо? Нельзя шагом, потихонечку. Бежать надо? Потихонечку, легко, Ой. трустой мы двигаемся, двигаемся. Хорошо, Сережа, слушаюсь, Пен, тренер. двигаемся, двигаемся, двигаемся. Никто, достань мне Мальчики, фишки с конусом. и сколько так они бегают-то? Двигаемся, двигаемся, Дарья. Хорошо, хорошо, хорошо. Мальчишки. решили меня замучить, Стучим, да? стучим, 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 стучим. Ну. Бага, шажочком не ходим, Бага. А вот сейчас это какая возрастная группа занимается у вас? Это у Младшая? меня мальчишки, да. Нет, это еще не младшие. Это Еще еще у нас, меньше? да. Вообще с какого возраста занимаются ребята? Ну, мы берем с 6 лет у нас мальчишки. 6 лет? Самые маленькие, да, возраст. Ручку поменяли, мальчишки. Левая рука. Левая рука. Артем. Максим Анатольевич, а вот с 6 лет они занимаются, а первые их соревнования уже в каком возрасте происходят? Это зависит от особенностей ребенка, от его возможностей. Ведь мы не можем сразу ребенка, который еще не обладает определенными навыками, сразу поставить на соревнования. Прежде всего, самому ему будет сложно. Ну то есть одаренных, талантливых детей можно уже там к 7 годам выпускать на соревнования? Или такое не практикуется? Ну, допустим, если есть природные данные у ребенка, и он, допустим, выделяется уже хорошей скоростью, то немножечко начинать приобщать в работе с мячом, и он начинает уже вести мяч, правильно стараться отдавать передачу, то, конечно, мы уже пытаемся таким ребенкам, таким детям давать возможность соревновать и на практике, конечно. Она важна. Мальчишки двумя руками одновременно. Параллельно Двумя руками, да. Параллельно записываем интервью, параллельно разговариваем с тренером. Максим Анатольевич, а если взять в целом, допустим, да, вот сейчас это у нас получается не самая младшая, есть младшая группа, да, 6 лет, да? Да. Потом 2016 год у нас мальчишки, Потом? 2016-2017. Вот дальше у нас идут 2015-2014 год группа, да, у нас 2012-2013, 11-9, 2009-2011 год рождения. Мальчишки, не стоим, не стоим! Ну, а вообще, ребята... Сейчас двигаемся спиной. И дальше уже, Дарья, у нас идет старшая группа, ребята, 2007-2008 год рождения. Они через неделю, сегодня улетают. Уже да, на соревнования. Играть с чемпионами России. Да, вы что? По мини-футболу. На Кубок Тюменской области. Здорово. Да. А вообще, ребята, сегодня вот молодежь активно идут в спорт? У вас есть недобор в группы или Нету, наоборот? у нас перебор. Наоборот, перебор. Да, То есть желающих играть в футбол очень много среди подрастающего поколения, да? Да, да. Очень большой поток детишек. И я всегда, когда есть возможность, пытаюсь обратиться к нашим руководителям, что нам необходима команда мастеров. Мы не можем без нее, мы задыхаемся без команды мастеров. Мальчишки, у них должен быть стимул, они должны видеть, как это в других во всех регионах, они видят и есть к чему стремиться и поступают туда. Вот, и тренируются. А у нас до определенного возраста энтузиазм очень высокий, да, но потом 14-15 лет, и все, и мальчишки, а куда идти дальше? И они у нас проседают, они забрасывают это. К сожалению, если не удается как бы полностью дальше перейти в взрослый футбол постепенно, да. Мальчишки, сейчас на коленочку и поймали. Правая, левая ручка, коленочка, ручки, коленочка, ручки, коленочка, ручки. Я вот как так, мальчишки, Дарья. Да, вот, и ловим. Потом, Димка, это потом. Коленочка, ручки, правая, левая ножечка. Ну, они вот только учатся, да? Чередуем, да, конечно, вот у нас фаза. Потихонечку, в медленном темпе, Максим, мы перемещаемся. Ничего, Дарья, вот возьмите мой. Да, я возьму это. Легко трустой мы двигаемся, Костя. Не забываем, на месте не стоим. Подбили мяч коленочкой и поймали. Показывай. Левая, правая. Показывай, как делаешь. Ну-ка, покажи. Ой, так? Правильно? Спасибо большое. Забавные ребята. Подсказали. А если говорить про тренерский состав, если вот мы говорим о том, что спортсменов у нас достаточно, желающих прийти в футбол много, а тренерский состав? Проблемы. Проблема? Да. То есть ваши воспитанники не становятся тренерами? По вашим стопам не идут? Редко, да? Ну, допустим, старший год возраст у нас 2006-2008, некоторые мальчишки, да, они прям
планируют в будущем заниматься тренерской деятельностью. Да, вот у нас есть, допустим, Миша Кольцов, он будет поступать, но он больной в плане футбола, и он свою жизнь будет связывать тоже с футболом Однозначно, да. профессиональным, да, он будет играть. Дальше, после чего он хочет, ну, естественно, продолжить заниматься тренерской деятельностью. То есть он поступит, будет учиться, будет играть профессионально, и потом будет заниматься тренерской деятельностью. Ряд таких игроков, вот сегодня Цыренов были, кто у нас в Питере проходит, на просмотре находится в команде мастеров «Кристалл», Санкт-Петербург, команда Суперлига по мини-футболу. Но он пройдет. Он пройдет, мне уже звонил спортивный директор, говорил, что мальчик очень хороший, мы его будем оставлять. Вот, он тоже после окончания карьеры свою жизнь хочет связать с работой с детьми. Вот, А если говорить вообще о тренировках, вот ребята приходят, сколько длится в среднем тренировка? 1,5 часа. 1,5 часа. Из них, грубо говоря, минут 15 разминочка, а все остальное это вот... Ну, учитывая еще возраст мальчишки, тут опорно-связочный аппарат очень мягкий, поэтому мы разминку проводим, стараемся все с мячами, все больше через мячи, через мячи, через мячи. Мальчишки, сейчас поменяли очередность. Очередность поменяли, стопа, коленочка, ручки. Хорошо? Пробуем, пробуем, пробуем. Стопа, коленочка, Стопа, ручки. коленочка, Но это сложнее, ручки. да? Это сложнее. Комбинация, да? Сложнее, Что-то сложнее. я пока не вижу, у кого хорошо получается. Я хочу Пробуем, посмотреть. пробуем. Но они как у все внимание ребятишек. сейчас тоже, видите, на вас сосредоточены. Поэтому чуть-чуть они отвлекаются от нас. Да? Мальчишки, не отвлекайтесь, Рома. Ну-ка, Пробуем. мальчишки. Оп, о, молодец. Вот Мольников получается. у нас очень техничный игрок, Оп. да, очень хороший. Ой, как навыки здорово у него уже получается. Работать с мячом. Смотри, хоп, подкинул, ударил. Стопа, коленочка, ручки. Стопа, коленочка, ручки, Максим. Сейчас, минутку. Мальчишки, сейчас Давай ведение меня поснимай, мяча. как я делаю. Все на этой половине поля. Димка, ведение мяча со сменой направления движения. Получается. Ведем мяч левой ножечкой, правой, Говорят, внешней, так, да? внутренней стороной стопы. Постоянно обыгрываем своих партнеров. Хорошо? Дарья, принимайте участие. Что делаем? Ведение мяча левой, правой ножечкой. Двигаемся в общей группе. Максим, на одной Просто половине туда-сюда, поля. вот так? Да, со сменой направления движения. Дарья, А двигайтесь туда-сюда? в одну сторону, в другую сторону. Поднимайте головочку, не сталкивайтесь с нашими я бегу сама, как хочу, мальчишками. Обыгрывайте их. Детей не Уходите не перед убить бы, ними да? в другую сторону. Да. Пробуем. Добавили скорость. Рыся, мяч вниз. Левой ножечкой, правой, внешней, внутренней стороной стопы. Все время идет касание мяча. Рома, на свою половину, Ромка. Ребенка, тетенька. Вы знаете, вот чуть-чуть побегаешь, а уже столько энергии потрачено. Ну, С не просто. непривычки-то. Не просто, конечно. Да, у ребят должна быть хорошая физическая подготовка, да? Дыхалка, Да. все дела. Да, но учитывая регулярность, мы не спешим развивать физические качества в том плане, что у детей есть сенситивные периоды, и в каждой из них максимально развиваются определенные качества. Вот, и мы по этим периодам работаем. Сейчас ни в коем случае выносливость им не нужна. Сейчас на данном этапе это ловкость, координация, гибкость и техника контроля мяча. Ну, Поэтому... необходимо отметить, наверное, Максим Анатольевич, что вы в первую очередь тут являетесь еще и психологом, да? Ведь это все равно дети. Вот как они воспринимают поражение? Еще, наверное, и плачут некоторые, да, наверное? Ну вот буквально вчера у нас. Хорошо, мальчишки, пауза. Жонглируем. Сейчас жонглируем без помощи рук. Все части тела подключаем, мальчишки. Внешняя, внутренняя сторона стопы, коленочка, грудь. Жонглируем Без это вот так? головочек, без головочки, мальчишки, плечо. На головочку вам пока рано еще. Поднимаем Вчера, мяч вы говорите, и... вчера была история какая-то интересная. Давай. Да. Рыся, поднимай. Пробуем. Ну вот вчера, допустим, у нас ситуация, мы на результат сейчас стараемся не смотреть. Вот, потому что если требовать с них результат, то, понятно, они будут в своих действиях скованы. Они не смогут раскрываться полностью. Вот. И у них будет в голове сидеть, что надо дать результат, а сделать это можно попроще, просто куда-то пинать вперед. То есть не будет мысли, не будет правильного понимания игры. Наша задача поставить
хорошее качество игры, то есть дети должны очень четко владеть с мячом, работать с мячом ножичками, хорошо очень думать, быстро и в каждом из эпизодов стараться принимать правильные решения, исходя из ситуации. Вот к этому мы детей готовим. Причем мы готовим что в мини-футбол, что в большой футбол. Для нас нет разницы. В летний период мы, естественно, занимаемся на поле. И они у нас одинаково будут сильно выступать потом в мини-футболе и в большом футболе. Вот. И что касается результата, вот, допустим, вчера мы тоже играли, 1-0 вели практически до конца игры и в конце пропустили 2 мяча. Вот. И не удалось избежать слез. Вот, слезы Плачут, были, да? конечно. Плачут, Дарья, Плачут. плачут. Но мы говорим на эту тему, что это не важно, мальчишки. Вы стараетесь, вы стремитесь. Я понимаю, обидно, и мне обидно, и мне хочется выигрывать. Но у нас должны быть другие приоритеты. Мы должны правильно делать акцент на ошибки, что нам, ну даже не то, что ошибка, что нам чуть-чуть не хватило. Вот вчера не хватило, допустим, внимания чуть-чуть, рассеянности. Да, в конце чуть-чуть уже подумали, что, наверное, выиграем, там могли еще забить. Подрасслабились, да? Да, и чуть-чуть вот собранности нам в конце и не хватило. Вот. Но уже буквально через 2-3 минутки они успокоились и начали по-своему опять там А веселиться. между собой в коллективе же тоже ведь они еще не умеют хорошо контактировать с друг другом, тем более там мальчишки. Но бывает. Вот здесь бывают стычки, да? Конечно, конечно. Футбол Эмоциональный вид спорта. очень эмоциональный, очень довольно-таки жесткий вид спорта. Вот, учитывая, что детский футбол и детишки тоже никто не хочет уступать, поэтому они бывают между собой толкаются во время игры в футбол, ставят подножки, вот, немножечко поздорят друг с другом. Но потом у нас все после тренировки, это мы как бы выплескиваем эмоции после тренировки, они все друзья у нас. Все друзья. Да, да. Мальчишки, закончили, пауза, пьем водичку. Пьем водичку. Сейчас мы немножечко сделаем перерыв водичкам, детишкам на водичку. Потом пойдем немножко другое у нас упражнение, будет называться квадрат. Мальчишки будут пасовать друг другу передачи, а водящие будут стараться перехватить этот мяч. Хорошо, Вот. ну я тоже Посмотрим. попробую что-нибудь сделать. Посмотрите, Ну вот да, я посмотрите, сейчас- ну они дети с детьми. То есть вот мячик под футболку уже бегают, Да, играют. да, То есть все равно они в глубине души еще... Ну, конечно. Ну, конечно, маленькие дети, конечно. Так, ну что у нас с водичкой? Вот так вот. Вот видите, приятно находиться в этой атмосфере, действительно. Но хоть они еще совсем молодые, юные спортсмены, Сережа. на самом деле у ребят Так, в Бага, глазах давайте огромный, квадрат. знаете, интерес, Бага. азарт. Вот они Давайте просто увлечены своим любимым делом. Я вот, если честно, думала, что здесь все намного Сейчас сюда строже. в квадрат. Здесь все намного, Выльников, как-то, Самойлов, знаете, Костя, укомплектованнее, что ли. То Фаламов. есть вот шаг лево, шаг вправо 4. и все. Ничего подобного. Квадрат будете Дети играть просто даже не 4-2. замечают наши камеры. Давай, Они вот четко выполняют Максим, все давай, требования 5. своего тренера. Здорово. Максим, давай 5. Испытано на себе. Футбол – идеальный вид спорта для детей. Занятия футболом учат ребят играть в команде и разделять с игроками команды не только победы, но и поражения. Благодаря футболу ребенок сможет проявить лидерские качества и дать выход скопившейся энергии. Этот вид спорта способствует развитию выносливости и скорости. Кроме этого, футбол – это сравнительно бюджетный вид спорта, доступный многим. Футбол помогает всестороннему развитию молодых людей. Мини-футбол и сейчас является одним из самых массовых видов спорта в Якутии. Как бы вы объяснили ребенку, что такое счастье? Я бы не стала ему это объяснять. Я бы дала ему мяч и позволила бы ему играть. Так говорила Дороти Сёлли. Сегодня мы испытываем на себе это счастье. Счастье быть частью детского футбольного клуба «Динамо». Испытано на себе. Сейчас у юных Рыся, Пен, спортсменов Туман, будет мальчишки со происходить мной. следующий этап. Сережа, их Максим тренировки. начинают в отборе. В общем, как сказал тренер, Рыся со сейчас они мной. это сделают сами, а потом Пен будет со со мной. мной. Посмотрим, что из этого выйдет. Артем, Туман, давай со мной. Возьмите один мяч. Рыся, а вон мяч у нас лежит. 3, 4, 5, 6, 7. Не ограничено, Дима. Не ограничено. Начинайте, Сережа, без свистка. Подходите.
Пен, перейди, пожалуйста, на ту сторону стеночку. Сейчас мы будем совершенствовать, Дарья, мы будем совершенствовать технику ведения мяча. Мальчишки будут обыгрывать фишечки Ага. по очереди, а там мальчишки уже играют более такую сложную задачу. Они, ну, то, что я вам говорил, игра в квадрат. Они комбинируют, стараются отдавать друг другу пасы. Ну и, соответственно, водящие там перехватывают. Рыся, начинаем введение мяча только внутренней стороной стопы. Сразу две ножички задействуем. Правой ножичкой в левую сторону, левой ножичкой в правую сторону. Вот так мы обыгрываем, доходим до конца, передаем мяч партнеру. Хорошо? Только внутренней стороной стопы. Пошел. Левая, левая, правая, правая, пойдешь? правая, левая, левая, А где твой левая. мяч? Правая, правая, правая. А его? Все, А, не тот в эту торопитесь, сторону не идет, да? торопитесь. Правая ножичка, правая. Больше касаний, больше касаний. Левая, левая, левая. Правая, 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 Артем. Хорошо. Молодцы. Со стороны кажется, ну вроде примитивное движение. На самом деле отрабатывать, да, его нужно? Ну, конечно, конечно. Навыки нужно развивать и укреплять. Да, да, да. Это же тут вопросы координации, не просто в таком возрасте вести мяч, еще и контролировать свое тело. Вообще, чтобы научиться играть красиво, надо контролировать свое тело обязательно. Ну, Рыся, Молодцы. жди, жди. А что касаемо женского футбола, в республике он развивается? Девочки, есть у нас команда? Я знаю, что Девчачьих. при университете у нас была команда девочек. Ну, девочки это уже с- взрослые. Да, а именно В детском спорте. в детском спорте точно я знаю, у нас наши коллеги, футбольная школа «Спартак», они проводили набор девочек. И у них девочки тренировались. Я точно знаю, это было в прошлом году. Не знаю, нынче же сейчас у нас Дохсун закрыт, идет реконструкция, ремонт, и он откроется в январе месяце, только после Нового года обещают. И сейчас большая проблема с залами. Вот благо у нас есть наш «Динамо». Да, Но у вас девочек нет в футболе. у нас были девочки в свое время. Нет, почему сейчас есть? Есть тоже Других девочки, группах да, 2014 года. Они просто у нас, понимаете, в чем еще трудности? Вот вроде дети одного возраста, а смены в школе разные. И я порой даже команду могу увидеть целиком только на соревнованиях. То есть одни мальчишки тренируются с утра, вторые Другие, после обеда, да. Немножко трудностей с моментом сыгранности, где-то взаимопонимания. А девчонки играют в одной команде с мальчишками, Да, прям, да, да? То есть да, разницы нет? Нет, То есть нет. совершенно вот Нет. на одном уровне, да, все? Да, да. Я же увозил девочку, у нас девочка в «Локомотиве» играла. Да, вы что? Да, впервые в истории республики Милану 2006 года я отвез, она в Академию Чертанова поступила, и потом я занималась, в «Локомотив» ее забрал, и вот она там в «Локомотиве» играла, выиграла первенство Москвы. Здорово. Дальше выбрала уже, поступила в школу милиции. Еще один мальчик у нас, Восканян Араме, в «Торпедо» поступил. Сейчас играет в Московской академии футбола. Вот, мальчишки. Ну и про Белика я вам рассказывал. Вообще в этом году у нас получилось выстроить вертикаль. Активнее, активнее, мальчишки! Получилось выстроить вертикаль полностью. У нас детский клуб. Дальше, детский футбольный клуб «Динамо». Дальше у нас будет юношеский клуб, который будет выступать в команде во второй лиге. Юный «Динамовец» называется. Дети 2009 года рождения. Дальше у нас будет молодежная команда, молодежка. Дети 2006-2008 год рождения. Они будут участвовать в высшей лиге чемпионата города. Там среди лучших футболистов мужчин, да, дети будут участвовать. И также у нас будет взрослая команда «Динамо» и ветераны. То есть полностью вертикаль у нас выстроена от мала до велика. Вот. Так, Или- а что я там-то не попробовала? эту рожку? Давайте, Дарья. Пойдем сюда, Семен. Мальчишки, а сейчас внешней стороной стопы. Внешней. Дарья, Так, знаем, стоп, где внешняя сторона стопы? Где Сейчас я вам внешняя покажу. сторона стопы? Пен, покажи внешнюю сторону Вот стопы. это? Да, ну только вот эта часть преимущественно больше. Вот носок, Да, типа, да. Сейчас мы будем касаться 2-3 касания правой ножечкой внешней стороной стопы, после чего будем ножечку менять. Обыгрывая одного соперника, мы потом меняем ножечку и второй ножечкой контролируем мяч. Внешней стороной стопы. а что сложнее, внешний или внутренний?
Для тебя все одинаково? Ну тогда вперед. Ну вот так должен, наверное, Левый, отвечать профессионал левый, своего дела. Все левый. одинаково, ничего сложного Ну, нет, да? молодец, Пен. Пробуйте, Дарья. А это же сложно, оно ж... Подожди, тут же надо опять включить, как вы говорите, вот туда, Координация, конечно. Вот и туда координация, пинаю, и ловкость. Правой в а правую ловлю чем? сторону. Правой в правую сторону, а потом левой ножичкой внешней стороной подрабатываете и левой уходите в левую ну-ка сторону. давай еще раз покажи. Давай, проходи. Пробуй, Артем. Давай, Или пошел. кто, Рыся? Правой в правую, левой в левую. Да, Всё. правой в правую, левой в левую сторону. Так, правая в Правой правую. в правую. левая- Сейчас левой в левую, да. Да, Подождите, ну это ж надо было еще вот туда загнать, да? да. Ну, у вас, конечно, если говорить откровенно и честно, то обувь у вас еще не очень удобная Да. для занятий футболом, да, да. Ну логично, да. Обувь должна быть на плоской подошве, а в кроссовочках удобно бегать, баскетбол может играть. Да. Упс, в них. Спасибо. У мальчишек, видите, немножко обувь другая уже. Да, Попробуйте еще, Дарья, левой в левую сторону, правой правую. в правую сторону. Дошло. Вот. Координация есть вроде бы, да? Вот. Ну, боюсь быстро сделать. Ну, неплохо, Практически неплохо. пешком Для иду. первого раза очень неплохо, Дарья. Да. Молодцы. Спасибо. Очень неплохо. Вот это про то, что вы говорили, что вот здесь, в принципе, ребята вот радуются результату, тому, что у них получается, да, для да, начала. да, И да, это да. затягивает. Вот даже я сейчас, выполнив это упражнение, я думала, что сначала не соображу даже, как Так. сделать. И Получив удовольствие? Вот, получили удовольствие. Огромнейшее, что получилось, однако. Вот, вот. Здорово. Это главный наш результат. Мы смотрим на выполнение их технико-тактических действий. Будь это в тренировочном процессе, будь в игре. Нам важно, сколько мальчишка обыграл соперников, какое решение принял в той или иной ситуации, и идет корректировка. Мы подсказываем, как можно было бы сыграть, как вариант, как можно было бы сыграть, какие передачи отдает, сколько пробил поворотом. Вот это для нас важно. Важно. То, что на табло, да, мы Не особо. не особо. Ага. К сожалению, конечно, находимся в таком состоянии, что всем нужен результат, и это мешает развиваться детям. Ну да. Испытано на себе. Дарья, подходите. Так, мальчишки построились. Так, сегодня наша ведущая будет с нами играть в футбол. Вот, Я, кстати, чемпион мира по футболу. вот. Представь, не веришь? Чемпион мира, я правда не знаю, как играть в футбол. Ну, Вот вы меня и научите. научите? Димка? Хорошо. Здравствуйте, Так, пап, я с Пеном и Багой. с Пеном и с Багой. Можно нам обоих красный? Кто чемпион мира по футболу? Мы все. Нет, сейчас кто выиграл чемпионат мира? Какая сборная? Месси. Месси. Бага, я вас разобью. Бага. Нет, Макс, разобью вас. Разобью на две командочки. Там, по-моему, две, Макс. Дай-ка мне одну. Вот. Димасик, иди к Баге. Костя, к Максу. Костя, к Максу. Можно мы с Богданом и Пеном? Нет, Ромка, давай за зелененьких. Помоги там в защитке. Поможешь. Сережа, иди за фиолетовых. За фиолетовых. Можно нам с Пеном, пожалуйста? Нет, Пен за зелененьких пойдет. Рыся. Рыся за зелененьких. На, Туман. И Рыся у нас пойдет за зелененьких. Так, вам, Дарья, мы даем фиолетовую. Да. Это манишка порванная. Видите, как держат у нас друг друга игроки, что даже разрывают. У меня манишка. Давай, давай. Вот я вижу, вот он. Да, все. Держи. Во, отлично. Так, мячики есть, Дарья? Этот давайте уберем. Этот уберем. Сейчас я вам. Внимание, послушали? Послушали. Играем большой футбол. Большой футбол. Вратарь водила. Кто последний может брать мяч в ручки. Ничего страшного. Дарья играет за вашу команду. Ну, давайте сегодня без аутов. Без аутов. Возле стеночек.
Аккуратненько, без толчков. То есть, если мяч у нас попадает в стеночку, раньше мы останавливали и вводили ауты руками, допустим, и ногами, в зависимости от того, в какой мы футбол играем. Мини-футбол, большой футбол. То сейчас в нашем случае мы уберем ауты, чтобы игра у нас шла без остановок, больше касаний, больше игры было. Хорошо? Учитывая, что и вы будете принимать тоже участие в матче. Хотя бы скажете, что мне делать-то? Скажите хоть что-то. Ваша задача перехватывать мяч у зеленых Забирать? игроков, забирать мяч, по возможности продвинуться к воротам, отдать передачу партнерам, если они в удобной позиции. Если же нет, вы находитесь с мячом, вам принимать решение в зависимости от ситуации. Можете продвинуться с мячом вперед, попробовать нанести удар, может забить кому гол. из них я должна давать мяч? Любому игроку, любой игрок фиолетовой, да, манишечки, это ваша команда. Ребенок говорит, только не Только зеленым. не зеленый. Только не зеленый. То есть, наверное, настолько все просто, вот по-детски рассуждают. Главное не зеленым. Давайте нам на Все главное правильно зелёным. сказал. Логика Все правильно. есть, да? Да. Готовы? Да. Готовы? Мальчишки приготовились. Начали. Максим, активней. Дарья, не стоим, Дарья. Ручки убрали из-за спины. И побежали туда. Побежали помочь. Да, помочь надо партнерам. Вы розовенькие, да. Играть, Сережка. Почему шагом? Не бойтесь. Аккуратненько. Дима, поищи Дарью, Дима. Передачу, Дима. Хорошо. Аккуратнее возле стеночек, Дим. Отворот. Максим, отворот. Димка, пас. Смотри, Дарья одна. Давай. Вот, побежали, Дарья. Вперед, забирать мяч. Вот. Хорошо. Хорошо, Дим. Серега, аккуратно в подкатах. Отворот, Димка, поднимайся, Дима. Сережка, большой футбол, ставим мяч и ножкой разыграем. Нет, ставим. Саморазвод нет. Сережка, нас сегодня 4+1. Ищи партнеров. Хорошо. Думай, Артем, думай. Димка на расстоянии немножко. Хорошо. Еще. Хорошо. Ищите пространство, отходите от стеночек. Убегай, Максим. Молодец. Сережа. Начинаем отворот игру. Открывайся, Артем. Вперед. Пас, Дим. Хорошо, Сережа, думай. Оп. От стеночек отходите, вдоль стены не играйте. Да, я видел, ага. Может, вам на ворота встать, Дарья? Ну, поиграйте, попробуйте. Здорово, Бага. Штрафной удар. Молодцы, Дарья. Молодцы. Хорошо отбили мяч. Просто тут немножко нарушение было, чуть раньше. Нарушение. По сигналу, ага. 1, 2, 3, 4, 5. Бага без стеночки. Хорошо. На тебя надежда. А почему вратарь у нас есть, Дарья? Нет, вратарь есть у нас, Дима. Дарья встанет. Да. Помогите. Вам можно ручками ловить, отбивать все. Хорошо, Дарья? Можно. Разыграли. Играть, Димка. Решили разыграть. Молодцы, нестандартное решение. Хорошо.
Отворот. Дима, подскажи, что должен, как должен вратарь разыграть. Дим, подсказывай, Дим. Кому-то? Ну, не зеленым, да? Ну, не зеленым, да. Вы должны отдать передачу. Посмотрите, кто открылся, Дарья. Сережа, вперед можно. Сережа, вперед. Посмотрите. Да. Где наш партнер свободный? Во, Дарья, молодец. Хороший пас. Играть. Еще раз отворот, да, Дим? Отворот. Еще раз разыгрывайте, Дарья. Да. Смотрите, где партнеры свободные. В левую сторону посмотрите, в правую. Хорошо, играть. Ой, забыла. Звук есть? Есть звук? Ну что, вот, в общем, моя команда розовенький. Я пинать должна или ты? Знаешь, мне понравилось, меня поставили пинать, да пинаю, а дальше ничего не понимаю. Кому? Давай тебе. Пошел! Нет! Ой, я отбила коленом своим. Вы знаете, я просто от крика, дети просто в шоке. Я просто стою, кричу, и они боятся подойти ко мне просто. Я же отбила сейчас или нет? Да? Нормально все? Повезло. Меня в пот бросило. То есть это, конечно, такая очень интересная игра. Да. Я все поболтать на камеру. Где мои розовенькие? Тебе не давала? Давай, тебе. Ой, не тебе, простите. Не долетела до тебя. Прости, пожалуйста. Но зато, видишь, как повезло. Промазал, да? Давай, ты, покажи, как надо. Пошел. О, боже. Давай. Пошел. Сразу видно у детей эмоции, да, такие. Когда начинается какой-то беспредел, они прям визжат, и я тоже просто так кричу. Даже забыла, что надо ворота закрывать. Нет, только не сюда, нет! Сама себе забила. Вот она игра. Футбол. Фу, жарко стало. Ну все. Так, давай ты пинаешь. Пошел. Ты чего? Не расстраивайся. Мы победим, не расстраивайся. Сейчас я тебя пообнимаю, потом вперед идем. Ну подумаешь. Ничего страшного. Что делать? Туда? Мальчики, помогайте. Мальчики розовые, защитите тетеньку. Нет, ты сейчас в лицо или куда-то. О, нет! Ой, господи. Фу. Пошел. Нет, он идет сюда, мальчики, где вы? Тихо. Какой-то ужас происходит со мной здесь. Что я здесь делаю? Я вроде бы пришла передачу записывать, но не была готова к таким эмоциям. Когда уже закончится эта тренировка? Просто не... Стресс. А он опять бежит сюда, о боже! Нет, мальчики розовые! Да! Я это сделала! Крутая! Ужас какой! Пошел! Давай! Пинай! Давай!
кажется, сейчас что-то прилетит по тете Даше. Нет, мой хороший, нет! Нет, пожалей меня! Ой, мам! Нет! Пока смотрела на этого шустрого, позади был другой шустрый. Нет! Мальчики вообще, конечно. Нет! Нет! Все, вот этот разозлился товарищ, которого вы обидели, встал и забил нам гол. Кто пинает? Ты? Фу, жарко стало. Я уже забыла правила, я вообще не понимаю, что я здесь стою. Все проворонила. Нет, ну пару раз отбила, 2 раза я отбила. Из меня вратарь, конечно, никудышный. Ну вот опять, зачем он сюда идет? Только не за... Нет! Нет, 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 пожалуйста, нет! Ну это какой-то ужас. Давай ты постоишь, может, на воротах. Ой. Ой, тихо. Где там? Лови быстрей! Давай! Нет! Чуть по лицу не получила. Чуть по лицу не получила мячом. Туда пина. Давай, 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 пошел, пошел. Нет, 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 нет. Ой, классно, ребята, уже не терпится с ними пообщаться, потому что видно, что мальчишки действительно любят футбол. Старшая группа уже готовится к своей тренировке, которая идет следом. И они так хорошо поддерживают. Вот старшие ребята, вы слышите, аплодируют, визжат, кричат. А малыши вот так вот круто, классно зажигают. Ну, прям очень здорово. Но я типа в команде. Испытано на себе. Ну вот, поиграли мы немного с ребятами, ну и, конечно, хотелось бы сейчас с ними пообщаться. Ну, начнем с того, кто у вас самый крутой футболист. Бага. Бага, ты самый крутой? А почему? Занимается он 2 года, а я 4. Он 2 года, А я 4. а ты 4? Но он крутой, да? А почему ты крутой? Ну, не знаю. Ну, сначала я шел от своих как бы начинаний, а потом я постепенно улучшал свои навыки в футболе. И то есть и сейчас поэтому у тебя хорошо получается все, да? Да. А у вас есть понятие капитан команды? Кто у вас? Я Тоже Бага. Я больше всего, по-моему, был. Нет? Ну сейчас Бага, да? А до этого ты был капитаном, да? Не был капитаном? Нет, Бага сначала была, а потом я. Еще Макс. Не, я был 3 игры уже. А, вы по очереди капитанами бываете? Так, хорошо. Скажите, а кто из вас мечтает стать профессиональным футболистом? Я. Все хотите? Кто ездил в Казань? Ездили? Как, понравилось? Да. Что больше всего понравилось? Аквапарк. Аквапарк понравился, нормально. Вот устами младенца, всю правду рассказали, хорошо. А из вас кто ездил? Ты ездил в Казань. Расскажи, что понравилось больше всего? Игра. Игра? Соперник сильный был? Да. Проиграли или выиграли? Выиграли одну команду. Так выиграли или проиграли? Выиграли одну команду, все проиграли. Понятно. Не одну команду проиграли. Мы только одну выиграли. Да. Ребята, а вот нравится вам ваш футбольный клуб, вот «Динамо», да? Да. Круто здесь? Да. Классно? Да.
Сколько раз в неделю вы занимаетесь? 4 недели. 4. 4 раза в неделю? Да. И говорят, что вы приходите сюда рано утром? Во сколько? 7:45. В 7:45 или в 9, да? Да. 8 в пятницу. И вы так рано готовы просыпаться ради футбола? Да. Серьезно? И даже по будильнику встаете? Да, я по будильнику не встаю. Я по маме. Я по маме. По маме встаешь? Я сам встаю, я в 5 могу встать. Мама в 6 встает на работу. А мама в 6 встает и будет. Ребят, хорошо. А что сложнее, в футбол играть или учиться? Учиться. Учиться сложнее, да? Учиться сложнее. А вы хорошо в школе учитесь? Да. Ты отличник? Кто отличник? Ты отличник? И ты отличник? Еще и и ты отличник? Еще и футболист? И ты отличник? Я между хорошистом и отличником. Ну, хорошо. Вот видите, какие образцово-показательные ребята. Занимаются в спортивном клубе «Динамо». Молодцы, ребята. Я желаю вам удачи. И вот, глядя на этих ребят, мы понимаем, что у якутского футбола есть будущее. Мы надеемся на то, что именно эти ребята в скором времени выведут якутский футбол на совершенно новый уровень, да? И будете вы чемпионами мира. Согласны? Да. И мы будем там кричать все «Ура!», а я буду говорить, а я их знаю. Ну, только, правда, нужно, наверное, еще лет 10-15 вам, да, опыта? Да. И потом на чемпионате мира, я думаю, мы увидим еще этих ребят. Испытано на себе!